Это программа «Личное дело» с Тимуром Варки на телеканале СТВ Сафо. Здравствуйте. Вернутся ли российские пограничники на таджикско-афганскую границу? Молодые, возможно, не помнят, но в 92-97 годах в Таджикистане появился такой анекдот. У хозяина дома, который попал в зону боев, и его дом занимали то одни боевики, то другие, и те, и другие спрашивали, как он относится к их противнику. И старик ответил: «Шумо хубин, иноам хубан, ахмак моем, кидарин чора хонадохтем». Что в переводе значит: «И вы хороши, и они тоже, только мы виноваты, что построили здесь дом». Это я к тому, что Таджикистан, словно между даже не двух, а трех огней, не исключено, вновь ожидают испытания на прочность в связи с началом вывода в 2014 году войск коалиции из Афганистана. 23 сентября в Сочи на саммите ОДКБ обсужден вопрос об укреплении силами ОДКБ таджикско-афганской границы. Не исключено, что мы станем свидетелями возвращения российских пограничников на таджикско-афганскую границу через 9 лет после того, как они вынуждены были ее покинуть. Кроме того, в этот же день, 23 сентября, таджикский парламент приступил к ратификации октябрьских договоренностей 2012 года между Эмомали Рахмоном и Владимиром Путиным о продлении срока пребывания 201-й российской военной базы в Таджикистане на 49 лет. Согласие Душанбе на продление срока пребывания 201-й российской военной базы в Таджикистане было обставлено рядом условий: облегчение миграционного режима для таджикских мигрантов, беспошлинные поставки энергоносителей, перевооружение и техническая модернизация таджикской армии. Но и эти условия, судя по всему, не были ключевыми. Ведь по сути продление срока регистрации для таджикских мигрантов с 7 до 15 дней самим мигрантам ничего не дает. Что решает лишняя неделя, в то время как сам разрешенный срок пребывания остается неизменным – 90 суток. После них человек, у которого работодатель изъял паспорт и не сделал разрешение на работу, автоматически становится нарушителем и будет называться нелегалом, хотя и въехал легально. Не каждому мигранту условия работы и оплаты могут позволить по истечении 3 месяцев выезжать из России и въезжать снова. Таким образом, это послабление для мигрантов по сути ничего не стоит и не является дипломатической или гуманитарной победой Душанбе. Что касается беспошлинных поставок энергоносителей, даже в период таких прежних поставок цены на горючее в Таджикистане снижались ненамного. Одна из причин пробуксовки переговоров по этой теме была в том, что Москва не хотела финансировать приближенные к президентской семье компании, которые перепродавали российское горючее в Афганистан. И поэтому Москва настаивала на исключении права на перепродажу своего горючего, предназначенного якобы сугубо для внутренних государственных таджикских нужд. По сути, и здесь таджикские переговорщики мало заботились о национальных интересах, лоббируя коммерческие интересы неких избранных частных компаний. Некоторые наблюдатели называют среди них такую, как Фарос. Кроме того, наблюдатели полагают, что Таджикистан за выделенные России 200 миллионов долларов получит устаревшую военную технику и оборудование, которыми забиты склады Министерства обороны России. Во всяком случае, это вооружение, по идее, должно уступать тому, которое находится на вооружении 201-й российской военной базы. Иначе, по мнению российских военных аналитиков, зачем вооружать ненадежного партнера тем же оружием, что и самую боеспособную российскую дивизию? Никаких прорывов в вопросе о Рагуне, видимо, с российской стороны также ожидать не следует. Таким образом, если Москва и пойдет на уступки в вопросе поставок горючего, то едва ли не единственным успехом для Душанбе будет возможность частным избранным компаниям продавать с накруткой российское горючее таджикам и афганцам. Но на самом деле это будет не единственным успехом таджикских переговорщиков. Ведь не случайно Душанбе так тянул с ратификацией соглашений по базе почти до самых президентских выборов в Таджикистане. Очевидным успехом для Рахмона будет согласие Москвы и дальше опираться на него в Таджикистане, как на партнера, который все же пошел навстречу российским интересам. Хотя еще недавно официальные таджикские средства массовой информации раздували антироссийские фобии. Если посмотреть на это под другим углом зрения, то имеет право на жизнь и такой вывод, что у Рахмона не было особого выбора, кроме как пойти на условия Москвы из-за ее нежелания платить арендную плату в 300 миллионов долларов ежегодно.
Позиции Рахмона как в взаимоотношениях с Москвой, так и внутри страны с усилением с каждым днем оппозиции, растущим социальным недовольством и падением популярности не оставили ему выбора и маневра для торга с Москвой. Хотя в то же время продление срока пребывания 201-й российской военной базы, по мнению обозревателей Эмомали Рахмону, может быть нужно для использования российской армии в целях укрепления личной власти, пролонгации крышевания семейного бизнеса и закручивания гаек после выборов. Однако Москва, наученная горьким опытом 90-х годов, когда Россия была втянута во внутриполитическое противостояние и когда на своих и узбекских штыках помогла Эмомали Рахмону прийти к власти, едва ли вновь наступит на те же грабли. Сегодня уже не 1992 год, когда никто не знал, что делать с упавшей с неба властью. Сегодня уже даже не 2004 год, когда Рахмон выдавил российских пограничников, после чего Таджикистан лишился части своей территории на границе с Китаем. Исключение России из системы геополитических сдержек и противовесов в Таджикистане и сложившейся за последние 100 лет уже исторической геополитической реальности может быть чревато дальнейшими территориальными уступками для Таджикистана, если не хуже. Защита и конституционная гарантия территориальной целостности оказалась весьма сомнительной. Возвращение российских пограничников, присутствие и отсутствие которых, к слову, мало повлияли на наркотрафик, кроме того, может означать не только укрепление внешних границ и большую уверенность внутри Таджикистана, но и уверенность, что спадет периодически возникающая напряженность и на западной границе. Это, кроме того, и те рабочие места, которых лишились тысячи молодых таджиков в погранвойсках в 2004 году. А главное, чтобы старик, который построил свой дом, был спокоен и его не обстреливали с разных сторон и не спрашивали, хороша ли та или иная сторона. И сделать так, чтобы у старика больше не было таких опасений и проблем, личное дело каждого, а не тех, кто якобы о нас всех заботится.